В этом выпуске мы хотим привести два примера. Компания «Покажите их живыми» обновила список насильственно исчезнувших в тюрьмах Туркменистана. В нем задокументировано 162 случая насильственных исчезновений, начиная с 2002 года. Но мы начинаем свою рубрику с последнего случая, произошедшего в октябре 2021 года. 20 октября гражданин Туркменистана Азат Исаков, 1983 года рождения, проживавший в России, передал свое последнее сообщение, что за ним пришла полиция. С этого дня он больше на связь не выходил. После этого активисты и правозащитники начали поиск Исакова. Были направлены запросы в различные инстанции, в том числе письма президенту России и министру внутренних дел России. 11 ноября был получен ответ из Главного управления уголовного розыска МВД России. В нем сообщается, что 22 октября 2021 года Азат Исаков вылетел в город Туркменабад, Туркмения из аэропорта Домодедово. Азат Исаков мог стать жертвой насильственного исчезновения, так как остаются невыясненными следующие вопросы. Кем и по каким мотивам он был задержан? На каком основании был выслан в Туркменистан? Почему ему не было предоставлено право воспользоваться адвокатом? Известно, что он категорически не желал возвращаться в Туркменистан из-за угрозы репрессий. Отсюда вопрос, были ли к нему применены меры принудительного характера? Каким рейсом он был отправлен в Туркменистан, если в настоящее время нет, из-за карантинных ограничений, регулярных рейсов? Другая проблема, на которую мы обращаем ваше внимание, невыполнение Туркменистаном международных обязательств, взятых на себя. 6 апреля 2018 года Комитет ООН по правам человека вынес решение об ответственности властей Туркменистана за нарушение прав журналистки Радия Азатлык и правозащитницы Агулсапар Мурадовой, убитой в туркменской тюрьме в 2006 году. Комитет определил, что в отношении Мурадовой были нарушены право на жизнь, на свободу от пыток, на личную неприкосновенность, на справедливое судебное разбирательство и право на свободу выражения. Комитет отметил, что правительство Туркменистана обязано провести беспристрастное расследование произвольного ареста, пыток и смерти в заключении Мурадовой, обеспечить полное восстановление прав подателя жалобы и других членов семьи Мурадовой, включая справедливую компенсацию и реабилитацию имени Мурадовой, предоставить адвокату и членам семьи всю информацию о расследовании, в том числе результаты вскрытия, записи судебных слушаний и текст приговора. Напомним, что Мурадова была задержана 18 июня 2006 года. Министр национальной безопасности Г. Ашер Мухамедов заявил о причастности Мурадовой, еще двух активистов к сбору клеветнической информации с целью посеять недовольство среди населения контактом с зарубежными спецслужбами и подрывными центрами. Вскоре из-за международных протестов политические обвинения были заменены на обвинения в причастности к незаконному хранению патронов, подброшенных в автомобиль другого активиста. Она была осуждена 25 августа 2006 года. Азатлыкским районным судом города Ашхабада по статье 287 часть 2 «Незаконное хранение оружия» Уголовного кодекса Туркменистана. Приговорена к 6 годам лишения свободы. После ареста в июне 2006 года она содержалась инкомьюникадоу. Позднее стало известно, что она отбывала наказание в тюрьме Авадан-Депе, ААТ-2. 14 сентября 2006 года. Ее тело со следами пыток было выдано родственникам для захоронения. Согласно неофициальной информации, полученной в декабре 2006 года туркменской службой РФВ, РЛ от сотрудника правоохранительных органов, Мурадова погибла в ходе допроса в тюрьме Авадан-Депе с применением пыток. Родственники считают, что она погибла от пыток в СИЗО М в Ашхабаде. Все это произошло в период правления Ниязова. Режим Бердымухамедова, не дав должной оценки авторитарному режиму Туркменбаши и не выполняя решения Комитета ООН по правам человека, тем самым взял на себя вину в убийстве Агулсапар Мурадовой.